Ну, здравствуйте, уважаемые читатели, слушатели 7 на 7. Сегодня у нас такой необычный эфир, то есть мы опять начинаем не КВН, а программу «Телекурьер», которая когда-то была на Коми-телевидении, на КРТК, я не ошибаюсь. Николай Моисеев вот с нами тут, ее ведущий. Здравствуйте. И, собственно, я сейчас просто поработаю чуть-чуть говорящей головой, скажу какое-то вводное слово, а дальше говорить будет в основном Николай. А я буду только иногда задавать вопросы и смотреть, что вы ему прислали, значит, какие вопросы были под постом, где мы публиковали анонс. Спонсором этой программы являются Дед Мороз, Новый год, Снегурочка. Навальный не является спонсором этой программы, как и Газдеп. В общем, на этой радостной ноте я хочу Николаю задать первый вопрос. Как, собственно, почему вы уехали из Коми, как вы оказались, вы ведь сейчас в Белоруссии, расскажите, где именно и почему вы там сейчас? 2,5 года, даже чуть больше, я живу в городе Бересте, это самый западный форпост Беларуси. Здесь, в принципе, вот когда мы покупали квартиру, делали ремонт, подрядчик нас свозил от вот нашего дома, где я сейчас нахожусь, до границы с Польшей. Это заняло где-то 5 минут максимум. То есть фактически все здесь рядышком. Можно сказать, что одной ногой ты живешь за границей, а одной на территории Беларуси. Почему уехал? Ну, просто вот как бы сначала о хорошем, да, замечательная страна сама по себе. Вот мы сейчас недавно с женой вернулись, просто прогулялись, да, у нас здесь под боком буквально там в 100 метрах парк городской, просто замечательный парк, плюс 8 градусов, солнечный день, травка зеленая, да, ну вот представьте себе, я знаю, что в Сыктывкаре снег, там, правда, сегодня тоже потеплело. Слушайте, ну в Сыктывкаре лучше, вчера было вообще волшебно. Я знаю. Что в настоящем Новом году, что праздник к нам приходит, я не думаю, что у вас это так чувствуется, как у нас. Вы знаете, Лена, даже вот на 1 января и на Рождество, да, вот температура сохраняется где-то вот 7-8 градусов тепла. Это, конечно, не такая вот для нас, Надя, традиционная встреча Нового года, потому что снега нет, ну фактически просто его нет, да, и как-то Дед Мороз немножко с Снегурочкой смотрится диковато на этом фоне, да. С другой стороны, ко всему этому надо привыкать, ну можете представить, как в Африке справляет Новый год, да. Поэтому нормально, мы уже привыкли. Хотя здесь погода бывает тоже разная. Вот в прошлом году был снег, да, были заморозки хорошие такие. Мы где-то наполовинку себя чувствовали в родном Сыктывкаре. Сегодня вот такая погода. Но мы не жалуемся и уже успели привыкнуть к такому климату. Вообще Беларусь, ну в частности Брест, да, вот чем привлекает? Здесь как бы совсем по-другому, чем в России. Здесь люди немножечко другие, да, вот могу сказать, что когда ты заходишь в любую палатку, да, или ларек, да, и поговоришь с человеком, который торгует чем-то, минуты 2, да, вы начинаете диалог, ну, как два родственника, да, которые давным-давно знаете друг друга. Вот такое доброжелательное отношение к любому человеку. То есть не злые люди, да, сами по себе, добродушные, да, с открытой душой. Город очень чистенький. Я как бы и в Сыктывкаре-то не баловался бросать окурки там, где придется, да, но здесь вот он настолько чистый, ты вот докуришь сигарету, да, и нет рядышком впереди урны, ты идешь сколько надо, ну 100 метров, 150, да, до первой урны. Просто вот не позволяет обстановка мусорить на улице, во дворе, там, где угодно. Что еще? Красивый город сам по себе. Где-то последние 4 года сменился мэр и глава Брестской области, и началось такое активное строительство. Да? Здесь совершенно замечательно есть пешеходная улица. В Беларуси она единственная, мне кажется, да? Потому что мы когда приехали, мы, естественно, на разведку успели съездить и в Гродно, и в Минске побывали, но потом вернулись в Брест, потому что нам больше всего понравился именно он. Улица Советская пешеходная, она где-то, ну, метров, наверное, 400-450. Да, представьте себе, никаких машин, да, везде такая сказка по архитектуре. Чистенько, налево-направо, естественно, магазинчики, там, кафушки и все остальное. Просто вот пройтись, погулять, да, это непередаваемое удовольствие, ей-богу. Вот. Ну, нет такого в Сыктывкаре, к сожалению, большому.
Хорошее место мы выбрали его. Это уже как бы вторая квартира здесь, потому что был период, когда у нас случилась такая неприятная история с внуком. Мы хотели переехать в Минск, поближе, скажем, к Санкт-Петербургу. Он сейчас у нас там находится вместе с дочкой жены. Съездили, да, много чего посмотрели и вот не остались. Вернулись в Брест. Вернулись с нуля. Конечно, здесь немножко сумасшедшие, да, сценарий, потому что каждый раз мы не покупаем квартиры, да, не ходим на вторичный рынок, мы берем с нуля голые стены, находим бригаду строителей и, в общем-то, делаем то, что душа пожелает. Ну, так как душа, как правило, желает многого, да, то все это обходится в копеечку, но зато приятно потом вот просто находиться в этой квартире. Потому что сам ты ее сделал, да, сам захотел ее такой видеть в дальнейшем. Поэтому мне здесь как бы очень уютно и удобно. И я на секундочку не жалею о том, что я приехал именно в Белоруссию, именно в Брест. Николай, я, кажется, понимаю, кто является спонсором нашей передачи. Это, во-первых, какие-нибудь туристические агентства наверняка, которые там продают путевки в Брест. Да. Да. А во-вторых, это, наверное, какие-нибудь девелоперы, строительные компании, которые сдают дома с нуля. Просто мы еще не назвали никаких названий и имен, но вот я уже начинаю до меня понемножечку доходить. Ну, я понял вашу шутку, да, понял. Хорошо, и мы очень рады, что у вас так все хорошо получается, но мы все-таки хотим немножко поговорить о себе, о Республике Коми. Знаете ли вы, что у нас вот вообще здесь происходит, как вы к этому относитесь, как вы смотрите на это вот там издалека, как нам тут видны хорошо детали, но, может быть, не так хорошо видна общая картина. Что вы можете сказать о нашей общей клинической картине перед наступающим 2018 годом? Вы знаете, сегодня как раз в «Собеседнике», есть такая газета еженедельная, почитал интервью Бориса Акунина. И вот его последние слова в достаточно большом интервью были это, что при сегодняшнем состоянии России родину приятнее любить издалека. Вот, были его слова. В принципе, и вы правильно здесь употребили эти слова, что как бы вот не самое простое время, да, переживает страна. Я по-прежнему являюсь... Когда оно у нее было простое? Мне кажется, она никогда простого времени не переживала. Не, ну были отдельные... уже хочется как-то. Когда я открывал свою первую версию «Тюлькурьера», да, вот я даже не заметил, что вот эти вот кровавые 90-е, да, вот я потом с ужасом слушал рассказы друзей, там, читал книги и прочее, да, но работа настолько увлекала, что как-то вот мимо меня все это прошло, да, и это был очень хороший момент сам по себе. И мне нравилось жить в то время, да, честно говоря. Это вот оно не ровно сегодняшнему, к сожалению, большому. Но, наверное, о грустном сразу не будем. Естественно, я слежу за тем, чем живет Сыктывкар. Там остались мои друзья, там остались мои родственники, ну, особенно по линии супруги. Вот. Иногда даже бывает, да, вот открою тайну я в феврале. Не инкогнито, конечно, просто я никогда ничего не фиширую. Нет в этом необходимости. Был в Сыктывкаре, прожил там 1,5-2 недели, потом снова вернулся. То есть вот последний визит был у меня февральский сам по себе. Так получилось, да, что вот почему я уехал, да, вот вы в самом начале спросили. Наверное, не потому, что просто вот решил поменять там город, страну тем более, да, стало немножечко неуютно жить. Вот честно тебе скажу, вот это случилось где-то. Ну, мы переехали в 15-м, в 14-м мы здесь были, определились и прочее, и прочее. Вот как раз последние годы, когда вся эта катавасия случилась, да, вот уголовная, мне пришлось очень непросто в Сыктывкаре, да, несколько... Что уголовная катавасия? Давайте немножечко поясним. Что... Ну, катавасия – это когда у нас на всю страну прогремел арест вот так называемой ОПГ «Гайзеры», да. Это как раз вот там практически процентов, наверное, 70-75 это те люди, с которыми, ну, я по роду своей деятельности так или иначе боролся, да, ну, приходилось, в принципе. Так, может, это вы их и забороли, нет? Нет, вы знаете, здесь как бы
но воля Господня или рука Бога, да, вот действительно, меня сначала наказали, что я просто был вынужден уехать из Сыктывкара, да, хотя никогда бы не сделал это, если бы все было нормально. А тут, ну, как будто вот Боженька услышал, да, не то что мои молитвы, да, и взял вот всех наказал. Я просто обалдел, когда у меня Надюшка перегоняла сюда машину и уже в дороге, да, вот сообщила мне, что, Коль, открой там интернет, посмотри. Я просто не поверил. Я прекрасно понимаю, конечно, что это, опять же, вот наказание, оно такое было, ну, когда вот кремлевская сковородка ударили по голове всей этой компашки, оно было такое выборочное. Да, там, по-моему, еще пострадал в те же недели или месяцы Хорошавин, это губернатор Сахалина. Сахалин. Хотя, по сути, вот как раз в то время там, ну, ткни на карте в любое место, и можно было разбираться примерно так же жестко, да, вот как с командой Гайзера. Ей-богу. Поэтому было удивительно, а с другой стороны, конечно, не то что злорадство, да, но вот вера в то, что наказание не остается преступление не остается безнаказанным. То, что вот сейчас происходит в республике, да, новый глава, я так вот тоже немножечко присмотрелся и присматриваюсь до сих пор к Сергею Гапликову. Понятно, что это человек со стороны, человек, назначенный президентом, да. Может быть, вот в этот раз это самое такое осмысленное решение, потому что когда приходит на смену человек там из команды, проворовавшийся, или все равно житель республики, да, у которого связи там такие же и прочее, прочее, то есть вот эта вот спираль, она закручивается примерно так же, и идет повторение того, что было, в принципе, да, с чем надо было бороться, вот как с гайзеровской командой. А Гапликов, человек со стороны, в принципе, он, конечно, пока, насколько я знаю, все еще присматривается. Вот. 2 года присматривается. Ой, вы знаете, некоторые, может быть, да, надо присматриваться и 4 года, по большому счету, потому что просто так приехать и начать рулить республикой, да, тем более такой интересной и сложной, как Республика Коми, это не так просто, поверьте мне. Тем более... Чем она интересная и сложная? Извините, что перебиваю вас, но так динамик чуть-чуть добавляю. Чем интересная и сложная? Да. Ну, в чем ее специфика? Специфика та, что у нас, в принципе, сегодня, да, есть все возможности жить типа Кувейта, да, или какой-то другой арабской страны, а с другой стороны, в принципе, показатели, да, вот, жизни, да, они низкие, да, к сожалению. Большое качество жизни, оно не соответствует тому потенциалу, который заложен изначально в нашей республике. Вот. Раньше было как-то все попроще. Сегодня, к сожалению, ну, вот такой режим у нас в России, да, когда всем вертит Москва, это очень плохо. Я резко отрицательно к этому отношусь. Вот. И возможности что-то делать для людей, живущих на территории, у руководства, по сути, нет. А как показывает пример Гайдера, еще и как бы на этом иногда и паразитируют, да, до конца оборовывая то, что в принципе есть. Я же знаю все это дело, это все происходило на моих глазах, и как-нибудь мы в дальнейшем более подробно об этом поговорим. Вот. Гапликов очень внешне как бы вот напоминает мне нашего Александра Лукашенко, да, оба такие здоровенные мужики с усами. Вот. Им бы, наверное, надо поближе как-то познакомиться. Я знаю по истории, что в 98 году Лукашенко был в республике, там Юрий Алексеевич Спиридонов тогда возглавлял ее. Вот. И с тех пор как бы все это оборвалось, хотя тоже я прочитал здесь некоторые материалы. В прошлом году к нам приезжали белорусы, они приезжали как бы для знакомства. В этом году в сентябре, по-моему, команда во главе с Османовым, это нынешний глава администрации Ухты, побывали в Гродно. Вот, жаль, что с Брестом не завязались. Да, Гродно — это наш соседний город, как бы по северу, да, он ближе к Прибалтике. Мы ближе к Украине и Польше, а он ближе к Польше и Прибалтике. Вот. Все равно было бы неплохо им как-то вот встретиться, да, потому что ну, Белоруссия может быть интересной, очень интересной для нашей республики, ей-богу. А чем, что, вот какой знаете, может принести это? Я здесь только здесь набираю, да, в основном, потому что здесь вот настолько вкусные продукты питания. Вот ни в Москве, ни в Питере, да, я был и там, и там. Там вот когда ешь, как будто ты траву жуешь, да, или какую-то резиновую подошву. В Беларуси очень качественная пища. У нас замечательный Брестский мясомолочный комбинат, да.
Вот, я здесь уже выбрал свои любимые блюда на завтрак, обед и ужин. Ну, просто приятно есть, понимаете? И всегда, когда ты едешь в Сыктывкар, вот, со всей республики, потому что много знакомых там, начиная с Печоры, с Инты, Сосногорска и так далее, все заказывают прежде всего колбасу, там еще что-то, молочка очень хорошая, да, ну не сравнишь, ей-богу. Я могу как бы вот представлять, что сегодня выпускает Сыктывкар, и то, чем я пользуюсь в Бресте, да, это небо и земля, ей-богу, просто небо и земля. Вот. Спонсор нашей сегодняшней программы Александр Лукашенко, а также агропромышленный комплекс Республики Беларусь. Типа того, да. Продолжаем, да, нашу программу. Лена, еще хочу сказать, что здесь как бы все это гораздо дешевле, чем в России и, в частности, в Сыктывкаре. Например, вот я здесь немножко шпаргалок заготовил, да, если позволишь. Но 1 литр молока стоит 50 центов, да, причем замечательного молока. Вот. Картофель у нас 15 центов за килограмм. Ну, это примерно сколько? 30-35 рублей. Зрители потом переведут. Да. Я не стал это все исчислять в Беларуси, белорусским рублям, потому что здесь у нас деноминация произошла небольшая, да, и считать стали по-новому. Вот. Но килограмм курицы, да, тоже замечательная, кстати, курица. Вот там ножку возьмешь, так это ножка, понимаешь? Она такая вкусная, разваристая вся из себя. Стоит меньше $2. Вот. Здесь очень дешевая коммуналка. Очень дешевая коммуналка. Ты тратишь на все про все, включая телефон, интернет, там, кабельное телевидение, в месяц всего $40. Это несопоставимо, да. Я знаю, сколько вот у меня старшая дочь супруги платит в Сыктывкаре, да, ну в 3 раза минимум дешевле все это дело. Вот. Поэтому здесь и приятно, и полезно жить, честно говоря, да. Хотя, конечно, вот, чтобы сильно не унижать российские регионы, да, в Беларуси очень небольшая зарплата и небольшая пенсия. Ну, все это как бы сопоставимо само по себе. Хотя, вот они жалуются на жизнь, да, они вообще интересные люди сами по себе. А потом разговорись, да, ну, практически у каждого второго имеется 2-я квартира, которую он сдает, да. Вот. У каждого, ну, почти у каждого, да, по 2 крутых автомашины. Здесь был просто период, когда где-то до 2000-х годов, даже чуть позже, свободно можно было за копейки где-то вот 3-летнюю любую машину из Германии, ну, из любой страны, да, Италии, там, Франции и так далее, пригнать. Просто за копейки. Потом Александр Григорьевич на это посмотрел более внимательно и решил сделать такие драконовские пошлины таможенные. И лавочка прикрылась. Но машин настолько много, что вот у меня Надя в основном, да, она, в отличие от меня, сдала на белорусские права. В принципе, здесь все одно и то же, да, но надо сдавать. Здесь такой парадокс. Ты когда приезжаешь в Беларусь, ты можешь 3 месяца ездить с российскими правами. Но после 3 месяцев ты обязан сдать и получить белорусские права. Получается так, что ты, в принципе, можешь запросто там нарушать эти правила какие-то, да, 3 месяца, позволительные, а потом все, стоп. Вот Надя сдала. Правда, не с первого раза, но нормально. Она у меня сейчас водитель. И вот когда ты куда-то едешь, да, практически невозможно найти место парковки. Настолько много машин в городе. Причем встретить, скажем, ладу какую-то, да, или вот там то, что выпускается в России, очень сложно. Это все с Западной Европы. Весь автопарк. Да, но при всем при этом, при этой близости, да, к Европе, я хотела бы поговорить все-таки о личности Александра Лукашенко, такого политического долгожителя, о том, почему страна считается несвободной страной, страной, в которой не очень хорошо с демократическими принципами, там, где-то с правами человека. То есть, по крайней мере, такое мнение о Белоруссии тоже есть. Как вы вот этот момент можете прокомментировать? Вы знаете, вот многие белорусы, с кем приходится общаться, говорят, да, что вот Лукашенко такой вот диктатор, да, вот Путин у вас просто замечательный президент. Но это исходит из того, что там хорошо, где нас нет. Понимаете? Вот. Я вам открою маленькую тайну. Беларусь это, ну, где-то на очень большое количество процентов все еще социалистическая страна. Все еще. Я не могу вам сказать, что это хорошо или плохо однозначно.
понимаете? Потому что плюсы есть. Плюсы, несомненно, есть, да? Вот. И в поддержке, скажем, населения, в том, что люди до сих пор здесь получают по очереди квартиры, да, простые работяги там, а не какие-то там МВДшники и так далее. Вот. То, что строгости, да, вот, и мало свободы, скажем, вот, в предпринимательстве, безусловно, это есть. Но, может быть, как раз и вот ответственность государства позволяет сегодня сохранить все, понимаете? Потому что, ну вот когда все отдается в частные руки, надо, естественно, я за это обязательно. Здесь недоработка Александра Григорьевича стопроцентно. Постепенно, под контролем, там где-то помогая все это отдавать. Вот. Но во многих случаях вот контроль государства, он как бы спасал предприятия от разорения, от жуткой безработицы. Да, сегодня безработица небольшая в Беларуси. Я потом немножко коснусь, потому что как раз вот материал о безработице, он как бы помешал мне здесь продолжать сотрудничество с газетой одной, которая называется «Брестский курьер». Вот. Но это потом. Опять у вас курьер? Ну, газета такая была, «Брестский курьер». Я, кстати, могу вам подробно рассказать. Я вообще не хотел здесь профессионально работать года 2-3, да, потому что, ну, много чего пришлось делать в Сыктывкаре, сами знаете, да, 2 версии телекурьера, потом на мне была газета «Курьер Плюс», когда закрывались телекурьеры, вот, и здесь я просто хотел отдохнуть, но в 2016 году нас забросило в Турцию с надеждой на отдых, именно в тот момент, когда там произошла всем памятная заварушка, знаете, да, когда пытались свергнуть Эрдогана, вот, и как раз вот последний день нам выбирались, насколько я помню, да? Нам завтра улетать, а случилось в ночь это, да? Причем кошмар какой-то. Надя у меня такая, она сова по своим возможностям организму, она просто не спала ночью, да, и она меня разбудила и говорит: слушай, здесь что-то вот переворот какой-то, прочее, прочее. Потом какие-то щелчки за окном, да, такое впечатление, что начали стрелять. Ну представьте себе, да, вот. Сразу же мысль о том, как ты оттуда будешь выбираться. Когда в стране переворот, там же все перекрывается, в принципе. В общем, мы натерпелись достаточно. Вот. Тем более мы летели через Варшаву. Там удобнее так было, да. Вот. У нас здесь визы, и у Нади, и у меня там 2-годовые, там без проблем. Они оформляются, шенгенские, куда хочешь, туда и едь. Вот. И когда я приехал в Брест, вернулся, просто позвонил вот редактору газеты, что такое дело, да, вот я попал в эту заварушку. Он, естественно, пригласил меня на интервью, потом узнал, что я сам журналист, вот, я ему стал рассказывать, говорит: напишите сами. Я ему написал этот материал. Ему очень понравилось, и вот таким образом я где-то материалов 14 написал. Пока дело не коснулось вот этого материала по безработице в Бресте, да, где служащие, у которых я брал интервью, они, видимо, там так заведено, в Беларуси, они позвонили в областной комитет, а там как бы до сих пор существуют идеологические отделы. Вот для меня это было, конечно, дикостью. Вот отдел по идеологии, да, в Беларуси, у нас давно уже этого нет, мы не заморачиваемся. И как бы немножко испугался этот редактор, вот, хотя очень хотел, чтобы я с ним и дальше сотрудничал, да, вот, и сказал: давай отдохнем пока. Ну, это было нормально. Я просто от души это все писал, вот, чтобы не терять, может быть, немножечко свои навыки в этом отношении. Вот так и получилось. То есть переворот Турции помог мне здесь немножечко поработать. А так, в принципе, есть чем заняться. У нас здесь есть Надя нашла институт третьего возраста, знаете, что это такое, да? Вот. И очень возможно, что скоро я там открою, там по направлениям как бы есть вот изучение иностранных языков, там кройка и шитье, там еще чего-то, ну много чего. Открыть вот направление по журналистике. По крайней мере, такое предложение уже было. Я еще немножко подумаю в этом отношении, чтобы учить. Но там только люди, которые вот выходят на пенсию. Там других не пускают. Меня все-таки по-прежнему интересует, мне кажется, мы мало очень поговорили про Республику Коми и про взгляд со стороны на Республику Коми, и что в ней происходит. Потому что, насколько я знаю, Сергей Гапликов так и не может до сих пор ни о чем договориться с этими нашими элитами, потому что при том, что Москва все вроде бы стягивает на себя,
у регионалов есть возможность договориться, есть такая штука хитрая, называется социальная ответственность бизнеса. И, в принципе, можно о чем-то договориться с крупными компаниями, например. И вот у нас активно муссируются слухи о том, что Сергей Гайзер, ой, простите господи, Сергей Гапликов так ни о чем договориться и не смог. Вы знаете, сложно все договариваться с какими-то магнатами, да, что по нефти, что по газу, что по углю. Всегда было сложно, не только были сложности у Гапликова, да, они у всех были, и у Торлопова, и у Гайзера, и у Спиридонова в свое время. А то, что вот он как бы чужак, и элита его пока не воспринимает, да, ну это надо переболеть, перебороть, честно говоря. Ну, я уже сказал. Прошло. Сколько вот примерно, вот по вашим оценкам, ему еще придется перебарывать и договариваться? Ну, понимаете, вот обижаться на то, что у человека нет каких-то корней, соприкосновений родственников, да, в республике, это глупо, по большому счету, да. Хотя стараются, да, вот присылать там в другие регионы каких-то засланных казачков, хотя бы малейшую связь имеющую, да, вот с этим регионом. У нас получилось так, что вот кроме того, что он там на Олимпиаде поработал, а это дело всей абсолютно страны, больше ничего нету. Ну, то, что вот он как бы стал приглашать на ключевые должности, опять же, людей со стороны, а вот как вот, да, вот такое громкое дело, когда, в принципе, на любого можно показать пальцем и сказать, ты вор, да, это же страшно. Честно говоря. Поэтому ему просто объективно надо было кого-то брать из тех людей, кого он знает и кому он доверяет. Вот куда от этого деться? Вы же помните ситуацию, да, когда вот перед этим там 18 или 19 сентября какая была ситуация в республике? Все было под как бы подошвой этих ребят. Абсолютно все. Вот те же средства массовой информации, опять же, одна из причин, почему я уехал оттуда, да, как журналист, они все были практически под пятой у Алексея Чернова, да. Вот. Я хорошо знал человека, у меня как бы нет особого зла, потому что он мне здорово помог, когда случилась вот проблема с внуком, да, устроить в Рогачевскую клинику в Москве. Вот, спасибо сейчас огромное. Но, в принципе, да, свободы не было никакой. И все люди, что очень жаль, да, вот те же мои коллеги-журналисты, они как бы все это восприняли. И никто не пытался как-то возражать, там, пытаться сделать что-то самостоятельно. Вот. А мы? Вот до сих пор вроде... Я имею в виду СМИ, Лен, которые вот не в интернете, да, это газеты, телевидение и так далее. Понимаешь? Красное знамя. Красное знамя тоже убили, ты помнишь прекрасно. И сейчас у нас вот там сидит Сережа, да, и вот что-то пытается делать, в принципе. А что было раньше Красное знамя? Когда еще вот, меня убрали с совета города со штатной должности, я посотрудничал, когда она была газетой, да, вот с ребятами, когда еще Борис Уранов был заместителем главного редактора, вот, а потом съели Красное знамя. Выдавили из... Это все происходило на моих глазах, из помещения, да, газету, которая олицетворяет собой историю республики. Просто уничтожили. Молодежка Севера, конечно, сама попыталась, просто не было нужды в ней, да, вот, закрыться. Осталась только республика, вот, и районки сами по себе. Вот. Но все это на обслуживание власти Гайзера. Все. Все чиновники, все депутаты. Это кошмар, что было. Лен. Ну, сейчас же, если взять какой-нибудь СМИ типа БНК или еще какое-нибудь официальное СМИ, они же работают точно так же. А что БНК? БНК были плоть от плоти люди Гайзера и Чернова и так далее. Ну, понятно, они плоть от плоти Чернова, но теперь они также любят Сергея. А это их, сама понимаешь, не красит. Это принцип, чего изволите. Да, таких бы СМИ поменьше, честно говоря. Вот. Я помню свою историю, да, когда, ну что тебе надо, да, Моисеев, ты вот сиди там, делай свое дело в своем телекурьере. Нет же, вот первый телекурьер, я так вскользь скажу, не без подробностей, Лен, да, это первая версия, 90-96 год. Нас закрыли только потому, что были выборы Ельцина на второй срок, да, и все СМИ стали поддерживать. Там Анатолий Алексеевич Карачеев,
Он руководил этой компанией. Единственный телекурьер был против, да, и нас закрыли. Просто закрыли. Правда, мы там получили потом какую-то денежку за то, что нарушен договор. Вторая версия – это 2004-2007 год. Вот, и там где-то, по-моему, написала о том, что были недовольны работой Моисеева в Совете города, да? Нет, там... Была такая версия, да. И в том числе... Я писала не, что так было, а что вот была такая версия. Там немножко было другое. Там были как раз выборы в Госсовет Республики, вот, 2007 год. И, ну, была маленькая личная обида, я признаюсь, да, когда вот я выдвигался депутатом Госсовета вместе с Беллой Леонидовной Забровской. Да, Забровской. Ну, я прекрасно помню. Вот. И как бы проиграла там какие-то капли голосов. Потом, когда мы уже стали взрослыми людьми, и Роман Денищев мне откровенно признался, он тогда руководил компанией, что там, естественно, все посчитали как надо, и не дали тебе пройти туда. Я немножко обиделся. А капли последней было что? Это там мы сделали репортаж, это была весна, это был конец марта, там какая-то бабушка возле площади в Роспечати сломала себе ногу. Вот. И я очень хорошо там покритиковал людей, которые Единую Россию, кстати, да, говорит, что она все делает для людей, а тротуар элементарно посыпать не может. Да. Это была последней каплей. Вот. Пришло уведомление, и как бы мы не боролись, у нас ничего не получилось, но опять же потому, что тогда суды были, Лен, ты прекрасно понимаешь. Я не знаю, какие сейчас суды в Сыктывкаре. Тогда я прошел все это, да, вот, по восстановлению. Когда один суд принимает все это, арбитражное, да, потом идет апелляция, потом кировские дела и прочее, прочее. Меняются судьи, которые не согласны, скажем, справедливо судить, да, приходят на место те, которые под козырек перед властью все это делают. Ну, противно было, ей-богу, противно. Вообще, конечно, судами в России, в республике не повезло. У нас тут есть вопрос от небезызвестного вам Виталия Шахова. Я его сейчас прочитаю. Да, да, тут такой большой развернутый вопрос. Первый вопрос не журналисту, но депутату. Расскажите, пожалуйста, как проходило при вас, это, я так понимаю, в Совете города Сыктывкара, согласование кандидатур по спискам и округам. Может, знаете что-то о фальсификациях? А то в суде по Шебаршиной такие ужасы, я не знаю, в курсе ли вы, что там рассказывают. Каким образом партийное большинство «Единой России» именно вам доверило ключевую роль по бюджету? Вот это первый вопрос. Угу. Такой, потом еще. Могу отвечать? Да, конечно. Ну, что кстати, касается... о фальсификации, как «Единая Россия» вам доверила роль по бюджету? Ну, по фальсификации это понятно, что от этого никто никогда не уйдет в нашей стране, да, и вот грядущие выборы президента России ничем в этом смысле отличаться не будут. Я немножко не понял распределение по округам, да, там каждая партия распределяет своего кандидата. И... Как проходило при вас согласование кандидатур по спискам и округам? Вы знаете, тогда он имел в виду какой год? 7-й? Видимо, да, вот последние годы перед отъездом. Последние годы перед отъездом. Давайте сначала отвечу на второй вопрос, как-то он не более понятен, да, сам по себе. Да, хорошо. Как доверили? Ну, наверное, потому что у меня за плечами из всех, кто тогда был депутатом Совета, да, на тот момент было, дай бог памяти, где-то 18 или 19 лет, да, депутатской работы, причем непрерывной. Первый раз я стал депутатом Госсовета, выиграв у Сергея Карачиева, это мэр тогда был города, в январе 1995 года. И вот с тех пор мое депутатство не прерывалось. Это 8 лет в Госсовете и где-то, ну, все остальное, плюс я там совмещал где-то 4 года, был депутатами Госсовета и Совета города Сыктывкара. Наверное, потому что опыт депутатский сам по себе. И потом, я вот никогда не жалею, что там оказался, потому что, ну, там должны быть люди немножко неравнодушные, да, обычно вот исполнялось формально. Там, когда я пришел первый раз в свой кабинет, мне мадам,
которая там, по-моему, командовала вот по административной части, посоветовал мне вообще никуда не вникать, ни во что не вникать, да, вот, а просто приходить, ну, там, не знаю, пить чай, там, поить этим чаем своих коллег-депутатов, они очень это любили. То есть не вникать в то, что делает администрация, а на тот момент главой был Иван Поздеев, помните такого, наверное, да? Да, конечно. Который тоже был осужден, вот. То есть, я как бы не понял этого совета, в принципе, да, и стал почему-то во все вникать. Там всякие депутатские контроли, вот целую программу, да, по ремонту дорог, вот качество и прочее, прочее. Да, это было интересно, это раньше никем не делалось. Мне захотелось контролировать, чтобы депутаты, целая группа, да, я создал команду, куда входил покойный, господи, Александр, забыл его фамилию. Он был еще у Катунина заместителем мэрии, когда Сергей Михайлович руководил. Он умер не так давно. Вот. То есть мы ездили со специалистами, да, и смотрели качество дорог. Мы сверлили асфальт специальным инструментом, чтобы посмотреть, вот соблюдаются технологии. Да, потому что были большие нарекания всегда. Денег огромное количество выделялось. А весной, скажем, да, когда снег растает, дороги приходили просто в негодное состояние. И вот мы дотошно ездили по всем этим объектам, да, с руководителями стройорганизаций, с депутатами, с представителями администрации. И все это проверяли. Это полезное было дело само по себе. Вот. Я даже помню, когда я начал проверять вот списки ремонта этих дорог, да, и наличие как бы уже выполнена работа, я нашел 2 объекта, где они по документам были проплачены и выполнены. На самом деле этого не было, да. Вот. Я настоял на том, чтобы люди вернулись туда, ну, строительные организации. Подождите, вам, вот мы, мне кажется, отошли немножко от вопросов. Вам поэтому доверили ключевую роль по бюджету? Потому что у меня был опыт депутатства в сравнении со всеми другими депутатами. Вот и все. Хорошо. А что вы знали тогда о фальсификациях? Вот, были ли как-то вы в контракт с Единой Россией или наоборот вы не были и дружили с ними и что-то знали о том, что там делаются? Я никак не могу понять, что Виталий хочет от меня на вот первую половинку своего вопроса. Фальсификация в чем? В выдвижении или в подсчете голосов? Ну, давайте сначала поговорим. Он спрашивает про согласование кандидатур по спискам и округам. Наверное, тут речь идет о выдвижении. Но мне кажется, так как если он говорит дальше про Шебаршину, то речь, да, наверное, о подсчете голосов. Вот говорили, что в подвале администрации города там что-то происходит. Я хочу сказать первое, да, я вот за все эти годы, это 20 лет, да, выдвигался только по одномандатным округам. Не по спискам, нигде. То есть у меня были всегда соперники, и я побеждал. Вот и все. Это первое. Какая разница там, куда, в какой я пойду? Да у меня были разные округа. И на выборах Госсовета, на выборах в Совет города. Что касается фальсификации, ну вот, кстати, про Гаплика вот спрашивал, да, вот я могу сразу сказать, что он сделал 2 ошибки, да. Это он пригласил Шебаршину к себе команду, что нельзя было делать ни в коем случае, на фоне того, что развивалось, да, по Газерскому ПГ. Ну и там вот этот вот какой-то спецпредставитель по арабским шейхам, так называемым. Да, это, конечно, немножечко вот, ну я не знаю, может ему было виднее, может он хотел что-то оттуда притянуть для республики, да, но это немножечко диковато для меня казалось. Я, насколько я знаю, он уже ликвидировал эту должность, сейчас его нету. Вот. А фальсификации, ну вот, когда я был в Яблоке, да, и у меня были каждый раз люди в избирательной комиссии, да, они мне потом все признавались в том, что там нещадно просто проводился пересчет, там приписывались голоса и так далее. Это везде. Это в Республике Коми, естественно. И та же Елена Шебаршина, ну, понятно, что дело этим занималась. То, что от нее требовали, то она и выводила в конечном итоге. Это ясно. Здесь особого секрета нет ни для меня, ни для Виталия. Ну, смотрите, вот сейчас он еще о чем спрашивает.
Недавно прошло голосование по участку в орбите. Я не знаю, следите ли вы за историей. Там референдум должен быть, да? Там собирали, там, собственно, Ассорти Плюс собиралась построить автостоянку на том месте, где люди обычно ставят елку всегда. Ну, это долгая история, да, она длится уже давно. Да. И было голосование в горсовете, которое, значит, не согласилось сразу перевести, горсовет, депутаты не согласились перевести землю из одной категории в другую, из категории R1, они должны перевести в категорию R1, чтобы я там... все это знаю. Мы очень часто это делали, голосовали, переводили без вопросов. Просто раньше, когда я был депутатом, да, это все делалось с подачи главы администрации, ну, в частности, того же Поздеева, да, и все, естественно, с ним соглашались. У нас был абсолютно послушный совет. А тут скорее наоборот. Тут такое ощущение, есть конфликт с Козловым, городского совета. Почему они не перевели, мне очень странно, по большому счету, да, вот. Если, скажем, вот с одной стороны это интересы коммерсантов, с другой стороны интересы избирателей, да, ну, достаточно большого количества жителей города Сыктывкара, и юлить между ними как-то, да, мне совсем непонятна вот такая позиция, ей-богу. А я читал, что депутаты отказали в проведении референдума, да, по этому спорному участку. Да. А почему? Вы говорите, что они такие самостоятельные. Мне кажется, вы здесь немножко заблуждаетесь. Да. Я не говорю, что они самостоятельные. Мне вот интересны именно механизмы их принятия ими решений. Вернее, не мне даже, вот Виталию. Лена, я вам открою страшную тайну. Механизм принятия решений депутатским корпусом. И при мне, когда я был с 11 по 15 депутатом, да, и сейчас один и тот же, что скажет глава администрации, то депутаты и сделают. Я вот, когда боролся за свое восстановление, да, оно было совершенно несправедливо и противозаконно сделано, с должности как раз вот руководителя комиссии по бюджету и так далее. Вот, я узнал, что перед каждой сессией, заседанием, да, Иван Поздеев организовал встречи с каждой депутатской группой отдельно, перед совместным заседанием, да, где он их хорошо, так сказать, обрабатывал, говорил, что он хочет и прочее, прочее. Такого никогда не было. Понимаете, когда мэр встречается накануне сессии с депутатскими группами, это была «Справедливая Россия», это была «Единая Россия», там коммунисты и так далее. Что вы хотите? И все они делали так, как он просил. И сейчас они все делают так, как просит тот же Козлов, скорее всего. У нас нет самостоятельного совета, не было и нет. Окей, ваше мнение понятно, очень интересно. Я надеюсь, что мы ответили на вопрос Виталия. Виталий Шахов, вам большой привет и поздравления с Новым годом. Я очень помню Виталия, да, мы с ним часто достаточно соприкасались, я помню его депутацию чуть ли не первого в том же совете города Сыктывкара. Я даже продолжаю настаивать на том, что одно время, совсем небольшое, он был по моей просьбе редактором моей газеты «Курьер Плюс». Ей-богу, было такое время. Хорошо. Смотрите, Николай, нам с вами пора закругляться, и нужно понять, что мы еще должны очень быстро и кратко осветить, что вам хотелось бы сказать жителям Республики Коми и людям, интересующимся жизнью в Республике Коми. Вы знаете, я... Поздравляю всех с наступающим. Прожил достаточно много лет в Республике Сыктывкар, для меня абсолютно родной город, да, вот, и если бы не было того, о чем мы с вами сегодня немножечко поговорили, успели поговорить, я бы оттуда никогда не уехал, ей-богу. Вот, поэтому, конечно, я бы, ну, не только в Сыктывкаровой Республике, да, потому что я достаточно много поездил и знаю ее хорошо, когда работал в ГТРК Комигор в свое время, но понять, что произошло, прежде всего, потому что есть, наверное, целые пласты, которые до сих пор находятся в таком полушоковом состоянии того, что случилось, да, когда вот жили, развивались, там, верили в то, что все делается совершенно правильно и все замечательно, и бах тебе, ты на таком позорном столбу, да, на виду у всех остальных жителей России. Это, конечно, очень болезненно.
переносилось. Вот. От этого как-то отойти и, наверное, ну, поверить в то, что зависит не только, скажем, от вновь избранного, сначала назначенного, потом избранного. Знаешь, что Гапликов, он уже избирался один раз, правильно? Вот он сейчас идет не назначенный, а уже избранный глава республики. Вот. Как-то вместе пытаться вот отойти от этого клейма дурацкого, когда все деньги бюджетные, да, а я знаю, как они разбазаривались, и, наверное, мы с вами еще поговорим об этом в последующих передачах, да, вот, чтобы каждая копеечка шла на какое-то конкретное дело, выгодное для всей республики, а не только там для группы чиновников или еще кого-то. Вот. Побольше терпения и оптимизма, а Сергею Гапликову, ну, стать своим, наверное, побыстрее, да, потому что быть чужаком долго просто невозможно. И посадить кукурузу. А он что, хотел, да? Нет, это примерно то же самое, что не надо было делать Шабаршино и с этим вот спецпредставителем по арабским шейхам. Не надо, ей-богу. Кукуруза – это не наша культура, насколько я знаю. Наша культура – это бульба. В том-то и дело. Вот картошка хорошая в республике, но в белорусской она не хуже, ей-богу. Вообще, да, конечно... Мы уже поняли, что в Беларуси все самое лучшее в плане еды, по крайней мере. Да много чего, Лена, не только еды, ей-богу. Я здесь очень комфортно и уютно себя чувствую, поверьте мне, вот, я этим не хвастаюсь. Я просто нашел то место, которое, ну, по крайней мере, вот какое-то время меня удовлетворяет. Я не загадываю наперед, да, честно говоря. Вот кто-то мне даже говорил, Моисеев, у меня было 2 версии телекурьера, да, я про вторую вообще не верил, а вот, может быть, на 3-ю пойдешь, да. Ну, если мина в одну воронку не падает, а здесь я дважды побывал уже в этой ситуации, да, ну не знаю. Хотя, конечно, было интересно. Было интересно безумно работать в республике, в частности, в Сыктывкаре. Я не жалею о тех временах, которые я там провел. Мне кажется, сейчас у нас была такая больше вводная передача, где мы просто познакомились. Кто-то не знаком с Николаем, кто с ним знаком, тут вспомнил, Николай. Вот, и я думаю, что в следующем году мы продолжим. Очень бы хотелось их поздравить с Новым годом, с наступающим. И пожелать, чтобы все были так же удовлетворены жизнью, хотя бы немножечко, да, как вот Николай. Ну, я думаю, что и в Сыктывкаре, и в республике найдется немало людей, которые, несмотря ни на что, удовлетворены своей жизнью, потому что, если судить по опросам, да, у нас где-то 80% всех россиян, они просто счастливы, да, вот. У меня есть большие сомнения в объективности таких опросов, но, тем не менее, мне хочется пожелать моим землякам, скажем так, да, вот, 100% землякам, чтобы у них было все хорошо, чтобы никогда не повторялся тот кошмар, который пережила республика в 2015 году, и чтобы вот новый глава нашел подход ко многим, не каждому, конечно, каждому ты никогда не найдешь подход, вот, большинству, прежде всего к элитам, да, и совместно бы они все делали для того, чтобы народ не на бумажке вот этих соцопросов, а по-настоящему чувствовал себя, ну, на своем месте, да, и понимал, что такое жить в республике Коми. Отлично. Я хочу еще только напомнить, что вы можете задать свои вопросы также на нашем сайте Николаю, и если он захочет, он на них ответит, потому что он еще и наш блогер, что прекрасно. Я даже могу ответить на вопрос Терентьева. Сегодня его прочитал, он такой с подковыркой немножко про Навального, если хотите, ей-богу. Да, давайте. Под занавес. Насчет того, что да, вот, и почему я не посылаю Навальному его фонд борьбы с коррупцией свою денежку. Ну, во-первых, я и сам, в принципе, да, вот в свое время посвящал много времени как раз борьбе с коррупцией, когда еще коррупции про Навального никто не знал, вы не поверите, да, с помощью того же телекурьера. Вот, и знаешь, что такое. А насчет фонда, да, и денежек, ну, как раз вот в это время у меня были другие проблемы. Мы тоже здесь создавали фонды, но собирали туда денежки для того, чтобы вот Надиного внука лечили сначала в Москве, потом в Питере, да, потому что там онкологическое заболевание, и все денежки, кстати, из-за границы присылали туда, вот, естественно, используются для того, чтобы малыш поправился, чтобы он выздоровел. Вот и все. Хорошо, спасибо большое.